Ух ты, куропатка, видел? А, фазан. Видел? Мы сейчас немножко поднимемся, увидишь, насколько это красиво, когда гора засажена лесом. Вот это все уже заросли фисташки. То есть это все сажалось в советское время. И, в принципе, все вот предгорье возле Бишкека, туда вот в сторону Аламединского ущелья, в сторону Флагштока, все засаживалось вот такими фисташковыми зарослями. Очень похоже, кстати, на Джалалабад. В 40-е и 50-е годы прошлого века была такая программа, исходящая по инициативе лесоводов и Минсельхоза. Там был организован Фрунзенский лесхоз, у него были участки на Базбалтоке. У него большей частью были именно площади под искусственными посадками. Вот мы сейчас как раз находимся в плантациях, можно сказать, лесопосадках нашей эндемичной фисташки кыргызской. Мы в детстве, кстати, ходили и собирали фисташки. Вот сейчас как раз самая пора сбора. К сожалению, очень много антропогена, за ним не ухаживают. Но, по идее, вот очень хорошее место для фисташковых плантаций. Кстати, наша фисташка кыргызская стоит в разы дороже, чем иранская, которая вот привозная. И у нас ее в основном с Джалалабада привозят. Ну, в смысле, на рынке бывает. Очень-очень небольшими объемами. Хотя, вот я говорю, в принципе, все вот эти предгорья можно превратить в фисташковый лес и, ну, получать с этого какую-то еще и прибыль. Помимо красоты, вот такой вот, видишь же, замечательно, панорама на фоне фисташкового леса. В макрогеологическом времени мы сейчас находимся в таком времени, что без усилий человека по высадке деревьев и по развитию, что ли, покрытости древесно-кустарниковой растительности, у нас все-таки будет совсем другая природа. Это жизненно важно для человека, это важно для здоровья. То есть здесь раньше, когда-то, когда был несколько другой климат, было гораздо больше деревьев. Но вот в таком периоде все-таки для комфортной среды обитания и даже смягчения мезоклимата деревья необходимы. И кроме того, хозяйственно полезный вид фисташка – это плодовая культура. Почему именно фисташку сажали здесь? У нее очень корень глубоко уходит в почву. Если ты посмотришь, вот падают плоды фисташки, и видишь, уже происходит этот самосев. То есть вот эти деревья были посажены, а вот эти уже от того, что фисташка проросла, видишь, уже молодые деревья. То есть схема рабочая по озеленению вот этих склонах. Главное, как бы не трогать, не выпасать скот, то есть самозасаживается. Они играют роль снегозадержания, создания хорошей среды обитания для многих животных, то есть на них там и гнездятся, под ними там есть где укрыться ящерицам, змеям, птицам. Само террасирование, которое было проведено под эти посадки. Хорошо бы всю гору превратить в природный парк. Сейчас город Бишкек разрастается, и в ту сторону начинает расти, и в ту. И, в принципе, почему бы, как вот Ваше Сулейман-То, не сделать, ну, как бы историческое. Опять же, здесь есть историческая память, историческое наследие. В Кыргызстане немало священных гор, от легендарного Сулейман-То-Ваше до леденящего Хан-Тенгри, возвышающегося на краю Тяньшаня. Но особое место среди них занимает гора Байтика, это священный Бозбольток. Горы – это сердце земли кыргызов. Здесь среди безмолвных вершин формируется дух народа. Здесь каждая гора – немой свидетель эпох.
Культ священных гор на территории Кыргызстана довольно широко распространен. Это известная гора Сулайман-То, это Манас-Ордо, это священная гора Алабаш на Иссык-Куле. И в Бишкеке есть такая же гора Бозбольтук. Это единственная гора, которая связана с именем, с исторической личностью, с Байтик-Батыром. Вокруг горы Бозбольток обнаружено большое количество археологических памятников. Здесь можно встретить следы разных эпох, от курганов-кочевников до средневековых стоянок. Эта земля хранит в себе целый пласт истории, подтверждая, что святость горы рождалась веками. Там наверху мы обнаружили курган, довольно-таки такой. Он невысокий, невысокая насыпь, но диаметром довольно большой был курган. Потом я знаю, что еще там коллеги наши, когда ходили, там много каменных выкладок, которые тоже надо изучать, смотреть, откуда, для чего и почему. Но самое большое и давно известное – это большой могильник с южной стороны горы, вот где современное кладбище. Этот могильник мог возникнуть там еще с эпохи ранних кочевников. То есть с эпохи Саков, Усуня еще мог возникнуть. И вплоть до эпохи великого переселения народов. То есть до гунского времени, то есть сначала до середины первого тысячелетия уже нашей эры. У подножья горы до наших дней сохранились также средневековые памятники. Они свидетельствуют о том, что Бозбольток был не только священным местом, но и важным центром жизни на протяжении веков. Ярким подтверждением этого является древний некрополь, известный в народе как ханские могилы. Здесь, на действующем по сей день кладбище, возвышается средневековый гумбез, немой свидетель былого величия Бозбольтока. Любовь Михайловна Ведутова несколько лет тому назад, когда обследовала, она обнаружила, что там нижние кирпичи – это средневековые кирпичи краханистского времени. Они ж у нас отличаются и по размерам, и по форме. Вот, что это средневековые кирпичи. И она предположила, что это более ранний гумбез там был. Вот. А потом его в свое время, видимо, уже позднее, там, даже в начале 20 века, могли уже использовать вторично этот гумбез. А уже в современности его отремонтировали, отреставрировали и считают, что это гумбез Байтика. У этого гумбеза есть несколько историй. В первую очередь это та история, что он принадлежит Байтику Каанаеву. Это, наверное, одна из самых ключевых персон в истории Чуйской долины, и он же имеет огромное значение для города Бишкек, потому что именно благодаря нему или при его участии была разрушена Каканская крепость Бишкек, и кыргызы здесь окончательно утвердились. В Чуйской долине, в Бишкеке, освободившись от Каканского гнета, они стали полноправными владельцами этой территории, присоединившись впоследствии к Российской империи. Байтик-Батыр же, он в тот период Каканского ханства, принял активное участие в освободительной борьбе. Как раз он принял активное участие, когда он ликвидировал этого Рахматулло. Да? В XIX веке, когда Чуйской долиной владел Каканский хан, был местный наместник Рахматулла. Байтик-Батыр, он выступал против законов и требований Каканского хана, был за защиту народа. Он дошел до пика, когда начал уже невозможно, Рахматулла начал уже выживать, выдавливать из людей налоги, и то есть противоречия достигли пика. Там вот в этих горах Бозбольток был и убит наместник Каканского хана Рахматулла. С этой горой связано множество исторических событий. Для кыргызского народа это не просто гора, это символ свободы. Бозбольток был сторожевой вышкой, откуда издавна замечали приближение врагов. Сегодня он остается напоминанием о бдительности и силе народа. Это живой монумент независимости и стойкости кыргызов, которые всегда готовы отстоять свою землю. Бозбольток, он, скорее всего, использовался как сторожевая
вышка, да. Она прямо на краю вот этих всех предгорий, да, на краю как бы у выхода в долину, и с нее с вершины, когда вот мы наверху стояли, то чуть ли не вся Чуйская долина просматривается, особенно до Чуилийских гор. Все это вот хорошо просматривалось. И вот там на самой верхушке есть точка, откуда Байтик-Батыр наблюдал за Чуйской долиной. Раньше, в XIX веке, воздух был прозрачный, и можно было увидеть до Хордая, можно было посмотреть. То есть там в те времена войны были частое явление. В те времена таким сторожевым объектам придавалось особое значение. Это обязательное почти было, правильно, условие, потому что надо было все время быть начеку, чтобы враги откуда-то не пришли, а тогда это было абсолютно закономерно, что соседние там более крупные там племена или какие-то группы кочевых племен, они могли напасть, захватить земли, скот, ну и все остальное. Поэтому, конечно, эта гора использовалась как сторожевая вышка. Бозбульток – это не только историческое наследие Кыргызстана, но и уникальное экологическое пространство в непосредственной близости от столицы. Здесь сохранилась живая природная среда, где редкие виды растений и животных пока еще сосуществуют в гармонии. Это место, где история и природа объединяются, напоминая, что святость земли в ее сохранении. Экологов послушаешь, это экологическая катастрофа. Историков послушать, это историческая катастрофа. Но в этом случае еще нужно отметить, эта гора уже миллион лет находится в таком первозданном виде, ну, каком он оказался, каком он создался, да? Мы 5 лет назад по заказу Госкомприроды провели обследование, их выявили и подтвердили сделанные раньше выводы, что Бозбалток, вот эта вот возвышенность, она ценна в отношении сохранения фонда, генетического фонда нашего биоразнообразия. И единственная гора, которая связана с именем, с исторической личностью, с Байтик-Батыром. Это единственная гора. Хорошо бы всю гору превратить в природный парк. Сейчас город Бишкек разрастается, и в ту сторону начинает расти, и в ту. Бозбульток – это не просто гора на южной окраине столицы. Для Бишкека она имеет уникальное значение сразу в нескольких измерениях. С экологической точки зрения это естественный барьер и защита столицы. А как природное богатство – это часть уникального ландшафта Чуйской долины, формирующая экосистему региона и удерживающая природный баланс. Черепах поблизости уже не осталось, потому что кругом все распахано. Я поэтому и говорю, что вот Бешкунгей, там, Сарыджон – это прилавки, которые плосковершинные, они распаханы, там давно уже и желтопузиков почти не осталось, и черепах, ну и не говоря о животных более мелкого размера растениях. В ходе исследования ученые провели полевые работы и обнаружили редкие виды флоры и фауны. Впервые достоверная регистрация средиземной черепахи на возвышенности Бозбалток. Мы находимся на юго-восточном склоне. Это взрослый самец. На южных склонах горы были зафиксированы тюльпан Грейна, Островского, Юнона Орхидная, тюльпан Зинаиды и Иридиктиум Колпаковского. Кроме растений, ученые отметили присутствие орла-карлика, пары степных черепах и желтопузиков. Животных, которые не встречались здесь многие десятилетия. Эти находки стали весомым доказательством того, что Бозбульток представляет собой уникальный природный комплекс. Несмотря на все доказательства ученых, гору продолжают уничтожать. Сегодня Бозбульток требует нашего внимания и поддержки. Карьерные разработки постепенно уничтожают ее склоны, стирая с лица земли не только природное, но и духовное наследие Кыргызстана. Мы рискуем потерять не просто гору, а часть своей истории и памяти. Жители пригорода Бишкека выступили против разработки карьеров на горе Бозбалток. На горе Бозбалток необходимо создать государственного заказника.
Здесь работают предприятия, чья деятельность напрямую влияет на экологическую безопасность города. Первые тревожные сигналы начали подниматься еще в 2018 году. Вопрос первый раз или, в общем, про экологию Бозбультука поднялся в 2018 году. Еще глава Байтикского аильного аймака был Джунушпаев. Он написал официально письмо на имя Академии наук. Можете ли дать заключение об экологическом состоянии горы Бозбультук? 18-й год. В 2022 году на ситуацию с горой обратил внимание президент Садыр Нуркужевич Джапаров. Тогда было 200-летие Батыра Байтика. Да? Он ездил туда и лично выступил. Дагы кайталайм, бул жерде маанилүү тарыхый объект катары сактап калышыбыз керек. Жеке эле Байтиктин кароол чокусу катары эмес, айланасындагы жаратылышты, кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү да коргошубуз керек. Гора Бозбультук принадлежит к особой охране. И примите меры. Он задание дал. Вот. Потом выходит распоряжение председателя кабинета министров Кыргызской республики, что надо выполнить задание президента. Президентом был подписан указ, направленный на усиление экологического контроля и соблюдение природоохранных требований. Предприятия, работающие вблизи горы, обязаны строго следить за уровнем выбросов и выполнять новые экологические стандарты. Все ликовали, надеялись, что все остановится, но праздник прошел, все разъехались, а проблема осталась. Казалось бы, должно было быть все решено. Люди, которые владели этими карьерами, землями, они подождали и дальше потом начали работать. На практике же ситуация только ухудшилась. Предприятия продолжают работу. Объемы добычи и вредных выбросов растут, а сама гора стремительно теряет свой облик. После указа президента специалисты Академии наук провели на Бозбультуке все необходимые исследования. На основе собранных данных была подготовлена карта охраняемой зоны с точками произрастания редких растений и местами обитания исчезающих животных. Исследования подтвердили, эта территория полностью соответствует всем нормам и критериям для придания ей охраняемого статуса. Таким образом, у государства появились все научные обоснования, чтобы закрепить за Бозбультуком особый режим защиты. Данные, собранные учеными, были переданы в госорганы для создания особо охраняемой природной территории. Однако дальше события развивались по незапланированному сценарию. Что сделали теперь исполнители? Да? Непосредственно. Они вот здесь как маленький такой кусок сделали опыты. И в отчете пишут, все, мы сделали задание президента. А фактически только вот маленькая часть. А мы давали вот весь Бозбультук. Вот в чем загвоздка. Вместо того, чтобы запустить реальную охрану горы, лицензии на промышленность и разработку продолжили действовать, а деятельность компаний на Бозбультуке не прекратилась. Усилия ученых и гражданского общества оказались поставлены под сомнение. До сегодняшнего дня действует распоряжение Чуй-Бишкекского территориального управления от 2016 года. Растения и животные, занесенные в красные книги на площади этого участка, не встречаются. Вот этот документ мы нашли. Почвенно-растительный слой, древесно-кустарниковая растительность практически отсутствует. Вот, то есть эти слова дают этим предпринимателям начинать свою деятельность. И мы не поверили этому и начали то есть полевые работы. Вот этот данный участок, вот на фотографии, которую дали заключение. Вот здесь 100% растительный покров. Да? Здесь и деревья, здесь и кустарники, здесь и животные. Мы все это в общем, написали четко
и, в общем, дали соответствующему органу. Вот. На сегодняшний день на западном склоне Бозбультока активно продолжаются работы по добыче глины и инертных материалов. Экскаваторы и самосвалы ежедневно углубляют карьеры, разрушая ландшафт и усиливая давление на экосистему. Гора, которую предлагали сделать охраняемой территорией, продолжает исчезать на глазах. Обследуя территорию, где ведутся карьерные работы, ученые зафиксировали многочисленные нарушения. Каждое из них в соответствии с законом должно повлечь за собой штрафы и ответственность предприятий. Разрушение почвенного покрова, несоблюдение санитарных норм, уничтожение пастбищ и редких видов растений. Все это задокументировано специалистами. То есть за уничтожение 1 гектара, где растет красная княжна, допустим, трава, это вот 400-500 тысяч сомов. Это за 1 гектар. А там сколько гектаров? Умножить на это, выходит очень большая сумма. За уничтожение дерева 750 тысяч. Это все прописано. То есть за это все закрывает глаза. По предварительным подсчетам, ущерб государству, нанесенный добычей полезных ископаемых в окрестностях горы Бозбульток, оценивается по 5 компонентам и составляет как минимум более 300 миллионов сомов. Каждый год проходят какие-то комиссии, эти карьеры, эти заводы закрывают. Ну, по крайней мере, пишут, что они закрыты. Но вот сейчас мы находимся, сейчас у нас суббота, сентябрь, и вы видите, что несмотря на то, что сегодня выходной день, идет разработка массовая. То есть люди работают, копают карьеры, заводы тоже работают. Вот сейчас, скорее всего, охрана едет к нам. В общем, вся разработка ведется. Жажда к легким деньгам. Это же как бы под боком у города сырье для кирпича под боком, игра под боком. Но бешеной скорости начинается разрабатываться и уничтожаться гора. Хозяйственное значение этой горы было еще открыто в 30-х годах прошлого века, когда с западной стороны Бозболтока были найдены такие толщи, 20-метровые толщи, вполне такого строительного качества леса, легкой глины. Поэтому еще Совнарком Киргизской ССР постановил, чтобы на Башкорасу, так назвали это месторождение этих глин, проводились разработки. Но они были очень ограничены по площади. Разрабатывать этот карьер начали еще в советское время. Разработка идет очень компактно, то есть она не расширяется. Современные же карьеры они делают поверхностно и залазят на саму гору. За последние 3 года количество строек в Бишкеке выросло кратно. Город расширяется, растет спрос на кирпич, цемент и инертные материалы. Именно поэтому под ковшами экскаваторов оказалась гора Бозбульток. Ее недра превратились в источник строительного сырья, а сама гора приносится в жертву стремительного роста столицы. Это очень близко к городу, и поэтому выгодно. Те предприниматели, которые занимаются разработкой инертных материалов на Бозболтоке, у них вот в 2 шагах уже и потребитель. Вот они не тратятся на ГСН транспортировку, и время тоже это деньги. Они находятся в более выгодном положении, больше зарабатывают, что ли, чем те предприниматели, которые добывают ту же самую инертный материал, ту же самую песчано-гравийную смесь где-нибудь в 100 километрах от города. Особую тревогу вызывает то, что гора Бозбульток расположена в непосредственной близости к Бишкеку. Всего несколько километров отделяют промышленные карьеры от жилых кварталов. Разрушение горного массива несет двойную угрозу. Пыль и выброс напрямую попадают в атмосферу столицы, ухудшая и без того сложную экологическую ситуацию. Во всем мире подобные карьеры размещаются за пределами населенных пунктов. Но в Бишкеке ситуация иная. Добыча ведется фактически у порога столицы, что делает ее последствия еще более опасными для жителей. Карьер, не знаю, или кирпичный завод, допустим, далеко не будем уходить. В Ташкенте, да, я спрашивал даже, ездил специально, 30 километров от города. А почему у нас должно быть прямо возле города? Добыча в промышленных масштабах несет прямую угрозу для горожан. Разрушенные склоны превращаются в источник пыли. И в Бишкеке все чаще фиксируются пыльные бури.
каждый промышленник, который получил лицензию, обычно думает только о себе. И он скажет: о, моя хата с краю, мой вклад в негативное воздействие на природу очень маленький. Никто не думает о кумулятивном эффекте, никто не думает о накоплении. Ну, а чиновникам тем вообще просто. Никуда не выезжая, написать: ничего нету, и берите лицензию, главное продать эту лицензию. Жажда к легким деньгам. Это же как бы под боком у города сырье для кирпича под боком, и гравий под боком, но бешеной скоростью начинается разрабатываться и уничтожаться гора. К этому добавляется задымленность от кирпичных заводов и транспорта, работающего на территории карьеров. Все это смешивается в воздухе, которым ежедневно дышат жители столицы. Итог очевиден. Над Бишкеком все чаще висит плотный смог. Опасное напоминание о том, как близко промышленная разработка подступила к самому городу. Они же кирпичи обжигают, там же нет газа, они же уголь же топят. Через дорогу населенный пункт. Как так можно? Вот одна из причин задымления Бишкека — это то, что эти кирпичные заводы, особенно в ночное время, активно работают. Днем, может быть, и не так много, чтобы не было заметно. А ночью все эти кирпичные печи работают, колоссальное количество угля сжигают, и дым там ужасный. Больше всего от добычи страдают не только жители столицы, но и местные села у подножья горы. И речь здесь идет не о пыли и загрязненном воздухе, а о прямых угрозах для их повседневной жизни. Пастбища, где годами выпасался скот, превратились в глубокие рвы и обрывы. Животные лишаются травы и воды, а крестьяне – своих угодий. Но и здесь деньги и власть решают все. Интересы компаний оказываются сильнее интересов людей, и промышленная разработка продолжается, несмотря на очевидный ущерб для природы и местных жителей. Часть населенного пункта выступает за разработку горы, да, потому что они имеют интерес, а часть против. Также село Башкар-Асу тоже часть за, часть против. Кому-то кирпичи там дают по сниженной цене, кому-то уголь завезут. Также жители села Кукджар, Орок, те, кто выступает против, они находят авторитетных людей из этих сел, с ними заключают соглашение, эти люди баланс создают там, баланс мнения. Ну, все обосновывают это тем, что нужно жить, нужно заработок. Кому-то в каком-то селе, по-моему, дорогу заасфальтировали. Ну, это хорошее дело, но не должно быть в ущерб природе где-то строить дорогу в каком-то селе. Объемы добычи инертных материалов здесь стремительно растут. Если сравнивать с прошлым годом, количество карьеров увеличилось в разы. Гора, которая должна быть естественной защитой столицы, на глазах превращается в промышленную зону, где все подчинено только потребностям строительного рынка. Наше обращение остановить карьерную разработку горы не прекращаются. Я буквально сегодня узнал, что кирпичные заводы когда-то были остановлены, по-моему, год назад или 2 года назад, а оказывается, на сегодняшний день опять работает. Большая тревога, потому что вот мы буквально год назад, полтора, здесь вот, ну, тоже вокруг горы объезжали, мы видели, 4-5 разработок, вот таких крупных. Сейчас этих разработок буквально за год, порядка 10, очень много новых вот таких вот рытий, то есть идется какая-то, разведка, разведочная разработка. То есть если еще год-полтора назад была какая-то перспектива, что гору сохранят и сделают из нее природный парк, то сейчас, это под очень-очень большим вопросом, потому что буквально за год
количество карьеры разрослись, которые были, но много новых на это. Вот сегодня опять проехали, сегодня суббота, воскресный день, но добыча идет полным ходом, не останавливается ни днем, ни ночью. Поэтому судьба Бозбултука под очень-очень большим вопросом. Это не только на территории, допустим, Бозбултука, это по всей стране такое происходит. И мы везде пишем, отправляем письма, вот все равно наши письма иногда остаются без ответа. Было бы хорошо, если бы нам всем известный Камчыбек Ташиев приехал бы туда, вызвал бы, как он это делал, и дал бы распоряжение все остановить и как бы привести первоначальный вид. Фрунзе тоже строили, тоже строители строили, наверное, но они же гору Бозбултук не трогали, я вот уже второй раз говорю, да? Они откуда-то привозили же эти камни, пески. Может, у них спросить, где вы камни брали, пески брали? Если мы не сможем это без горы Бозбултук построить. Эта гора очень важна, вот именно как символ кочевой культуры и как, наверное, объект, который может ярко это демонстрировать все тонкости этой кочевой культуры. Даже в Рио-де-Жанейро и в Сингапуре такие горы оставляют. Оставляют почему? Потому что человеку нужна не только крыша над головой. Ему еще нужен, он часть как бы природы. Ему нужна еще и лужайка перед домом. Чего сейчас в городе не найдешь. История Бозбултука – это не только история одной горы. Это зеркало того, как решения, продиктованные прибылью и краткосрочными интересами, разрушают природу и становятся угрозой для будущего людей. Ученые доказали уникальность этой территории. Активисты и местные жители подняли тревогу. Государство подписало указы и законы. Но гора продолжает исчезать под ковшами экскаваторов. Сегодня перед нами стоит простой, но жесткий выбор. Либо сохранить Бозбултук как природный и исторический щит столицы, либо навсегда потерять его вместе с безопасностью и здоровьем будущих поколений.